всем. Сейчас мы ждем маму. Прошла мама наша. Дети встречают маму. Здрасте. Привет. Привет. Ой, мама-то мама. Мама есть мама. Соскучились. Вам. Ой, столько гостинцев мама привезла. Что, смотреть не будете? Еще не проснулся, да? Только что встал. Это на лайке. Это вам. Шоколад. Ну, сейчас будем смотреть, что мама вам привезла. Вот столько вкусняшек мама наша привезла. Ой, будут есть конфеты. Еще сгущенки привезла. Ну что, будете кушать конфеты? Да. Они любят конфеты. Я покупаю, они таскают. Сладкоежки. Особенно Кире. Здравствуйте. Вот наша мама приехала жива-здорова. Приехала навестить детей. Все хорошо. Сейчас будем чай пить. Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я сегодня в новом фартуке, который показывала распаковку посылки вам. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю королевскую ватрушку. Для этого нам надо будет мука, сахар, яйца, сметана, творог, сливочное масло, ванилин, сода и щепотки соли. Сейчас мы приготовим начинку сначала. У меня 750 грамм творога, 200 грамм сахар, 8 куриных яиц, чуть-чуть на кончике ножа ванилин, чуточку, 200 грамм сметаны, здесь у меня 400 грамм, я половину кладу. Все это хорошенько перемешиваем. Можно вручную, можно блендером. Кому как удобно. Не оставляем в твороге комочки. Королевскую ватрушку печь меня научила моя сноха Марина. Вот так письмо сейчас учат свекровь. Жидкое масло получилось, как сметанообразное. Даже чуть жиже, наверное, чем сметана. Начинка у нас готова. Сейчас возьмемся за тесто. Посудину надо побольше брать. У меня здесь 600 грамм мука. Масло сливочное у меня здесь 400 грамм. У кого нет масла, нет возможности масла купить, можно маргарин. Кладем чуть-чуть соли. 200 грамм сахарного песка. Чуть больше пол чайной ложки соды и гасим уксусом. Все это протираем. Масло с мукой, солью. Мои внуки обожают королевскую ватрушку. Я давно не делала. Что-то сегодня решила сделать. Кирилл делает домашнее задание, а Владик у меня в школе. Чтобы больших комков не осталось,
Вот так протираем, чтобы крупных крошек не осталось. Чтобы крошки были одинаковые. У нас крошки готовы. Сейчас выстилаем на противень. И вот эту массу немножко оставляем вот столько, чтобы посыпать сверху. И вот столько мало оставляем. Буквально вот столько оставляем посыпать сверху. Равномерно разровняем. Нажимаем вот так. Все должно быть ровно. Вот как. И переливаем творожную массу сверху. И разровняем. И сейчас королевскую ватрушку поставим в духовку на 30-35 минут. У всех духовки разные. Посмотрим, за сколько у меня выпечет. Вот наша королевская ватрушка испеклась. Сейчас остынет, разрежем. У меня ватрушка пеклась 40 минут. У меня с духовкой проблема. Так что можете смотреть сами. У всех разные духовки. Испеклась моя королевская ватрушка. Сейчас разрежем. Ватрушка пышная, мягкая. Вот моя королевская ватрушка испеклась. Попробуем сейчас. Очень вкусно. Тесто очень нежное. Очень вкусный творог. Очень нежная, очень вкусная ватрушка получилась. Во рту тает. Вот такую ватрушку научила меня сноха. У меня рецепт был другой. У меня сноха тоже печет хорошо. У нее тоже с тестом получается очень хорошо. Сноха сдала анализы. Вчера мне звонит, что у нее все нормально, вирусов нет. Я ей разрешила встретиться с детьми. Дети обрадовались. Марина сама тоже обрадовалась. Какая бы ни была она мать, все-таки мама сидела, проверяла уроки. Мне тоже это хорошо. Помощь все-таки. Общалась с детьми. Я знаю, дети скучают. Отца нет. Пусть с мамой хоть общаются. Возможно, когда-нибудь их заберет она. Я думаю, она помнится. Она сейчас лечится. Хочет восстановиться. Я в этом помогу. У нас погода хорошая, без ветра. Идет снег. Снега мало. Во дворе пока работы нет. Снег мало идет. Снег копать не надо. Поэтому зимой будем отдыхать, толстеть, кушать вкусно, что приготовили летом. Младший внук учится в начальной школе, а Кирилл также продолжает учиться дистанционно. Но мне нравится, когда дети в школе учатся. Мне так спокойнее, так удобно. Так постоянно надо проверять. Образования такой нету. Раньше мы не так учились. Раньше, оказывается, мы очень просто учились. А сейчас с первых классов все сложно. Не знаю, как будем учиться дальше. Как будем ОГЭ сдавать. А вы как живете, мои хорошие? Как ваше здоровье? Вы напишите мне. Не болеете ли? Какая у вас погода? У кого кто родился? У кого свадьбы будут? Обо всем мне пишите. Я буду только рада читать. Сегодня или завтра у меня приедет внучка Милана. Она собирается к матери. Хочет отдыхать там в отпуске. Да пусть поедет, пусть развеется, пусть посмотрит, как там родители устроились, как там сестренки, как они там учатся. Пусть посмотрит она Анапу, пусть развлечется. Я буду только рада. Самое главное, чтобы съездила благополучно, без приключений. Чтоб на дороге
с ней встречались только хорошие люди. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.